Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики и телезрители. Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня я выехал на рыбалку. Последний раз я здесь рыбачил с Иваном Семеновичем. Вот, сегодня я приехал один. Ну, что я сделал по приезду? Я оставлял палатку здесь, с собой не увозил. Поэтому пришлось только дрова заготовить, напилить, наколоть, передвинуть палатку, перебурить, наколоть дров, растопить печь. Но это малая часть, в принципе, того, что я сделал. Сейчас вот поставлю чайник, пускай он закипает, расширю лунки, чтобы они меньше смерзались, и приступим к рыбалке. Палатки я немножко, палатку модифицировал, можно так сказать. Посмотрите, вот надо мной стоит такой вот вентилятор компьютерный, аккумулятор появился на 12 вольт, и освещение сделал в палатке. Ну, это как дополнительное освещение к моему оборудованию. Вот. Ну и пример ребятам показал, что вот, кстати, вот этот вентилятор, он показал себя намного лучше, когда воздух в палатке постоянно играет, то она меньше подвергается, получается, проморозке, меньше страдают ваши замки. Поэтому рекомендую делать так. Давайте я вам покажу сейчас, как я сделал. Вот такой вот вентилятор в компьютерном магазине куплен. Ну, это большой вентилятор. И вот я его как бы над лунками направил. Здесь у меня стоит аккумулятор. Два аккумулятора я с собой вожу, маленький для вентилятора и большой для освещения. Вот у меня освещение. Ну, тут кровать все оставлял вот так вот. Даже рыбу вот жареная осталась с прошлого раза. Так, ну что, давайте потихоньку начнем рыбачить. Итак, я времени много потерял, 12 часов. Рыбки уже светятся на часах. Не знаю, насколько достоверно они работают. Сейчас должен быть клев сига. Нужно быстрее опускать наши снасти. Ага. Хороший взял сиг. Опа! Это да. Там их трое. Ребят, я успел записать этот момент. Потом посмотрим. Посмотрите, ребята, вот как этот сига потрепала щука, вот следы от зубов.
Вот такой окушочек. Стоять бояться. Вот такой окушок с таким красивым глазом. На улице пурга метет. Вообще все замело, белым дуло. Здорово. Ованьда. Вот там бабаха. Что у меня было? До конца рейки. Стоять. Ага. Крупный взял. Крупный сик взял. О, какой хороший, а! Вот это сик, так сик. Друзья, смотрите. Красавчик какой, а? То ли он красавчик, то ли я. О! Долго же он меня мурыжил. Вот такой красавец. Долго мурыжил он меня. То буду, то не буду. О, хотел посуду помыть. Сик подошел. Ну вот, я посидел до 3 часов 15 минут с блесной. Как-то клев уже вялый стал, поэтому решил начать ночную рыбалку, так скажем. В связи с тем, что у нас уже стало темно, я вытащил наши вот мормышечки, мормышку свою. Здесь у меня мормышка и мушка. Ну и тут у меня вот парка из 3. Буду пробовать на окуневые потроха. Так, ну еще что, совет по сапогам, значит, по Эво, да. Как вы все знаете, я ношу Каблан Extreme минус 100, которые. И вот, посмотрите, обратите внимание, в прошлый раз опять сушил около печи, то есть не сушил, а сидел. Ого, заболтался я тут с вами, ребят. А у меня поклевка, но успел. Это жерличный. Вставляем его до утра. Что-то вроде как проклевываться начинает потихой. То есть сидел я в балке.
возле печи. Место было, ну, тесно было. Как могли сидели, и ногу просунул между стеной и печью. Потому что другого варианта не было. Потом смотрю, они уже начали маленько, вот эта сторона начала подгреваться, нагреваться сильно начала. И вот сапоги ведет вот таким образом вот. Посмотрите, вот видите, вот эта сторона, она как бы изогнута уже маленько стала. Но все равно я вовремя увидел, сильно не успели сапоги поплавиться, свою функцию выполняют, как говорится. Вот. Всю зиму ношу вот эти сапоги. Ссылочка на сапоги всегда в описании, друзья. Если кому интересно, заходите, смотрите. И еще по промокоду там скидка 5%. Сейчас мы поужинаем. То есть приготовим ужин. Поужинаем-то может и попозже. Но ужин сейчас приготовим. Как я уже заранее до этого говорил, у меня есть два окуня. Один недожаренный, недоеденный, второй целиком. Просто потроха забрали. Так. Горячая сырым не бывает. Хорош кулинарить. Пущай там подымит. Дожаривается. До сих пор не остыло. О, блюдо вечера. Жареный окунь. Давайте сейчас икру попробую, как она. Так, я же спробовал. Еще раз. Приятного аппетита самому себе. А вам, да, оставаться дальше на канале, пока я ужинаю. Итак, 2 дня рыбалки показали, что на мелководье, то есть под льдом всего метр, ловится днем и ловится в основном сик, щука. Чуть поглубже ловится окунь, щука. Насчет сига не знаю, но есть сорога. И возможно будет ясь. Поэтому сейчас мною принято решение о переносе палатки. Значит, палатка Снегирь 4 лонг. У меня уже есть старые мои видео, где я делаю перемещение палатки вместе со всем бутером и тащу его на снегоходе.
Эту палатку буквально позавчера, то есть позавчера ночью я перевез отсюда где-то метров 200 до сюда, в общем. Сейчас я планирую, сейчас я выйду, сделаю разведку, пробурюсь, найду оптимальную глубину, которую посчитаю нужным, и перетащу палатку. Палатку буду перетаскивать вручную, снегоход заводить не буду. А что я буду делать? Так, дрова все вынесу. Посмотрю, печку, вот эту тубаретку, может быть, кресло, может быть, оставлю, она немного весит. Ну и по мелочи здесь, может, приберусь, не знаю. Посмотрим. Может быть, и кровать всю прям целиком так в собранном виде и вытащу, потому что так я тоже делаю иногда. Так, ну освещение это все останется. Правда, вот сейчас я дождался, пока появятся угли, чтобы снять трубу во время перемещений. Вот. Ну и все, в принципе. Итак, смотрим коротенький сюжетик, как я буду делать перестановочку. Сейчас время 8:30. Когда работаешь, сильно одеваться не нужно. Надену свитер и куртку. Ну вот у меня внутренняя куртка есть, вот от куртки, от костюма ХСН Arctic. Я постоянно его ношу, он как бы достаточно теплый, легкий. Но сейчас для зрелищности я одену комбез. И одену саму куртку ХСН Арктика 3. Вот так он выглядит. Посмотрите, как он будет смотреться в темноте. Вот посмотрите. Вот так я его одену. Костюм мне очень нравится. Смотрится, во-первых, стильно, во-вторых, тепло. Ну, а в-третьих, безопасно. Безопасно в каком плане? В том, что вас не собьют, все элементы светятся, ну, увидите. Мне нужно будет выволочь палатку и поволочить сюда. Вот так вот прямо прямым курсом и пойдем. Пойдем мы с вами, друзья. Наверное, потащу я ее вот до сюда. Здесь только будет сейчас мне почистить, прийти снег. Сейчас я приду, почищу снег, возьму одну из своих блесен, замерю глубину. Если глубина подходит, то я начинаю чистить полностью площадку и перетаскивать палатку. Вот и все.
родимая. Давай заглянем, как идет. Жестко идет. Жестко, но идет. Друзья, конечно, вы можете делать по-другому, это не доскональная инструкция к применению. Все это делается просто силой дурости. Вы можете просто все разобрать и перенести, можете вытащить печку и перетащить, можете хоть как. Вот. Кто-то в одном из видео написал: Вячеслав, тебе пора помыть тряпку. Конечно же, я ее мыть не собираюсь. Я возьму другую лучше. Сейчас мы растопим печь. Разожгем. Опа. Так, пока наша печь разгорается, давайте очистим нашу лунку, которая уже достаточно хорошо промерзла. Ну ничего, мы сейчас ее маленько проковыряем и будем это чайником расширять еще. Я бы быстрее закончил. 9:30. Да тут двое баянаевских охотников заблудилось. Как говорится, в 3 соснах. Но благо за ними приехали, показали им дорогу, и они уехали. Осторожнее надо быть в лесу, если дороги не знаешь. Тем более зимой, тем более ночью. И тем более, если ты баянаевский охотник. Есть. Кто-то идет. Ух ты, жерличный. Красота какая. А ну иди к друзьям. Жерличный. Как раз, кстати,
Сейчас кипит. Запарим чай. Ну и надо ложиться спать уже, я так думаю. Завтра приедут Гаврил Яныч с Владиславом Дмитриевичем с утра. И это будет очередной сюжет. А на этом мы пока заканчиваем. Всем приятного провести время. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь с друзьями. Ставьте лайки. У нас глухозимье, поэтому извиняйте. Всем пока.